27 лет Серику Разгалиеву и Бекзат Исаков 21 год, 2 сантиметра роста. Преимущество 2 сантиметра роста у Бекзата Исакова. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза Fighting Championship 34 турнирінің басты жекпе-жегі. Жартылай орта салмақ дәрежесінде 3 раундтық кездесу. Ханымдар мен мырзалар, Алматы арена жанкүйерлер, дайынсыздар ма ағайын? Турнирдің титулдық серіктесі Дар компаниясы. Ендеше назарларыңызға қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгер кәсіпқой рекордында 5 жеңіс, 1 жеңіліс. Оның бойы 182 сантиметр, салмағы 77 келі. Бішкек, Қырғызстан. Қарсы алыңыздар, Бекзат Исаков! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекорды 6 жеңіс, 1 жеңіліс. Оның бойы 180 сантиметр, салмағы 77 келі. Астрахань қаласы, Ресей. Қарсы алыңыздар, Серик Разгалиев! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Итак, объявили участников этого поединка. Рефери Аскербай Олы Ақтілеу. Несмотря на то, что это мейн-ивент, он будет трехраундовый. Это было частью договоренности, да, скажем так, поскольку сменился соперник, были определенные неудобства, поэтому организаторы решили сделать этот поединок трехраундовым. А против бразильского бойца Серик Разгалиев должен был драться 5 раундов. Это первый не 5-раундовый мейн-ивент. Все, у нас начало, и сразу же с лоу-киков начинает Серик. Даже по шортам можно заметить, что он настроен сегодня поработать ногами. Какие Бекзат Исаков, обрати внимание. Да. Первая попытка тейкдауна от Исакова. Пошел сразу в ноги. Это, в принципе, ожидаемо. Что еще нужно было ожидать от грэплера? Начал поджимать Исаков. Пока Серик все держит под контролем. Защищается. Да, сам уже начал поджимать. Да, на самом деле Серика, наверное, очень тяжело чем-то удивить, учитывая то, с какими спарринг-партнерами, да, он работает в Астрахань топ-тим. Да, Серик является представителем этого клуба. Звездный состав, да, именно в Астрахань топ-тим, несмотря на небольшой город Российской Федерации. Тем не менее, спарринг-партнеров точно с этим проблем нет у Серика. Да, и без проблем Серик сейчас защитился, разорвал дистанцию. Не желает он с ним бороться. Лоу-кик Разгалиева. Кстати, с лоу-киками очень хорошо работает. Мы это видели в бою против Тимирбекова. Да, более крупный Тимирбеков был именно за счет лоу-киков. В большей степени остановлен. Потрясен сейчас Разгалиев. Попадает! И сам же в ответ! Что это было? Навстречу сейчас пробивает Серик Разгалиев справа. Нельзя давать отдыхать сейчас. В клинче Разгалиев это понимает. Потряс навстречу. Но как хитро сейчас, да, кыргызский боец. Сразу же сблизился, вошел в клинч. Разрывать нужно сейчас дистанцию Серику обязательно. Да, уже более-менее, кажется, в себя пришел боец из Кыргызстана. Нельзя сказать, что он был сильно потрясен, но если бы не заклинчевал, то было бы все, возможно, по-другому. У сетки пока Серик держится неплохо, но вот есть опасность, что сейчас поднимет. Да, все-таки смог посадить. Исаков. Взял шею Серик Разгалиев. Пока не торопится душить. Ну, здесь и, в принципе, тяжело будет сделать удушающий. 4 победы болевым приемом у Серика Разгалиева в активе. Да, и большинство из них именно удушающие. Душить он однозначно умеет. И начал вставать. Да, пока Исакову не удается Серика удержать в партере, но вяжет очень много. Сам пошел делать тейкдаун. Как он сейчас красиво перешел с удара в корпус, не ожидал.
такого исхода. И в гарде у грэпплера, конечно, находиться опасно. Разгалиев это понимает, собран, прижимается к сопернику. Нельзя давать пространство. А здесь у нас кыргызский боец, да, держался, точнее, за клетку. Да, за сетку. 2 минуты остается до окончания первого раунда. Работает в гарде Серик Разгалиев. Не торопится. Отлично, есть попадание. Но пока не пытается, да, активно как-то ground and pound включать. Понимает, что в партере, именно вот в гарде, еще больше, да, угрозы исходят от Исакова. Угроза треугольника была со стороны Бигзата. Вот, включил, скажем так, свои любимые, да, лоу-кики. Остается у нас 90 секунд до окончания первого раунда. Бойцы в стойке. Ура, с разворота! Прям под этот удар зашел. Исаков сейчас с большей силой пойдет бороться, потому что в стойке все меньше и меньше шансов у бойца из Кыргызстана. Разгалиев спокоен, уверен. Сейчас пытался пробить правый оверхенд Разгалиев, но Исаков сразу же сблизился и сейчас в клинче работают спортсмены. Чуть меньше минуты осталось. Возможно, попытается оформить тейкдаун. Прихватил шею. Опасно. Вот здесь, наверное, если бросать, то только ноги под себя. И на выходе сразу пошел. Комбинация от Бигзата и Исакова на выходе из клинча. Да, не хватает немножко навыков, да, у кыргызского бойца. Но вот нужно отдать должное. Попал! Навстречу! Победу! В первом раунде! Просто переиграл в стойке. Нужно обязательно посмотреть повтор, какой именно удар привел к падению. Но это выглядело очень жестко. Сейчас давай посмотрим. Вот он. Вот он, справа, правый оверхенд. И знаешь, только потом уже ощутил эту мощь удара. Кстати, обратите внимание, удар был сверху вниз. Довольно-таки жесткий удар. Астрахань, топ-тим, сила! Ну не сила! Мы поздравляем Серика Разгалиева с очередной досрочной победой в рамках турниров Найза Fighting Championship. Уже вторая досрочная победа. Я думаю, ни у кого не будет сомнений, что этот спортсмен достоин драться за вакантный пояс чемпиона полусредней весовой категории. Абсолютно не похожий спортсмен, который умеет жестко бить. Серик Разгалиев сегодня одерживает вторую, между прочим, победу нокаутом. Пришел в себя Бигзат Исаков, конечно же, недоволен, расстроен таким исходом поединка. Но, тем не менее, для него это тоже было повышение оппозиции в карьере. Безусловно, рекорд 5-1, 6-1 примерно одинаково, но, тем не менее, с кем дрался Серик и с кем дрался Бигзат, конечно же, и где именно проводили эти поединки. Ну и ждем, конечно же, объявления победителя этого поединка. Şimdi yürük şılkının bir şalkanla Alamanda at ozdurman gelir